День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них и многом другом расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. 3,5 миллиона каратов алмазов стоимостью более 1 миллиарда долларов в республике произвели первые промышленные взрывы на новом кимберлитовом месторождении. В чем сила Сибири, когда первое голубое топливо из Якутии начнут поставлять в Китай? В этом году также планируется ввод в эксплуатацию опорной базы. А там уже проектом предусмотрена вся необходимая социально-бытовая инфраструктура. Встретить паводок во всеоружии в столице республики прошли масштабные командно-штабные учения. Учения проводятся успешно, проводится решение задач органов местного самоуправления, выданы вводные для реагирования. Огромные средства в этом году запланированы на ремонт и содержание дорог. Кто и как будет осваивать миллиарды бюджетных денег. После ремонта у нас у городского, везде, где было, там уже через год ямы у нас вылазят из ямы, кочки. Более 500 участников из 65 регионов страны собрал этап чемпионата «Молодые профессионалы» в Якутии. Какие компетенции наиболее популярны в этом году? Наверное, для Якутии это является гордостью, поскольку участник из Якутии, как правило, бывает подготовлен очень хорошо. Первому в истории переливанию крови уже 187 лет. 20 апреля отмечают Национальный день донора. Как готовят донорскую кровь, узнали наши корреспонденты. Мы, конечно, всегда очень рады, когда доноры сдают кровь, безвозмездно, когда сдают кровь. На алмазном месторождении в Айхале на трубке «Заря» компания «Алроса» начала добывать руду, которой только в этом году планируется добыть более 100 тысяч тонн. Первый промышленный взрыв на месторождении прогремел 17 апреля. Потенциал нового кимберлитового месторождения оценивают в 3,5 миллиона каратов алмазов, что составляет более 1 миллиарда долларов. К этому событию компания «Алроса» шла 3 долгих года. Начиная с 2016 года было вывезено 14 миллионов кубометров пустой породы. Начало горных работ на трубке «Заря» обеспечит замещение выбывающих запасов карьера «Комсомольский». Обработкой алмазного сырья с нового месторождения уже в следующем году займется подразделение компании «Айхальский горно-обогатительный комбинат». Срок эксплуатации карьера составляет 13 лет, общий объем запасов 15 миллионов тонн. Плановые показатели на этот год составляют 100 тысяч тонн. В компании «Алроса» прошел ежегодный корпоративный форум «Хозактив-2019». Сергей Иванов, генеральный директор компании, рассказал, что «Алроса» приступает к освоению нового крупного месторождения в Анголе на территории Южной Африки. Также компания готова начать работу в Зимбабве, если полученные данные геологоразведки месторождений в этой стране подтвердятся. Глава республики Айсен Николаев выразил надежду на поддержку компании в скорейшем обеспечении районной больницы Мирного необходимой медицинской техникой. Глава республики отдельно отметил важность вопросов экологии. Сообщил, что в этом году компания обеспечит водоснабжением 29 населенных пунктов Вилюйского региона. Благодаря тем отчислениям, которые сегодня есть по линии компании «Целевой фонд будущего поколения», строится много объектов у нас по районам республики, социальных объектов, самой различной направленности. И я уверен, что эта политика будет и дальше у нас реализовываться. Нововведением форума стал отдельный блок на тему управления рисками. Популяризация производства искусственного алмаза может повлиять на ювелирный рынок, так как они на 100% повторяют натуральные. Для разрешения ситуации компания разрабатывает различные методы. Один из них – законодательное разделение рынка природных алмазов и синтетических. Мы считаем, что будущее природных алмазов, оно в наших руках. Мы предпринимаем определенные действия, мы не сидим на месте и просто смотрим, что происходит. Мы работаем с такими компаниями, как De Beers, Rio Tinto, с другими алмазопроизводителями. У нас организована совместная ассоциация производителей алмазов. А легендарное золотоносное месторождение Нежданинское в Тампонском районе долгое время не осваивалось. Несколько лет назад сюда пришла горнодобывающая компания «Полиметалл». И за короткий срок им удалось вдохнуть жизнь в заброшенный поселок. Компания планирует начать добывать золото с 4-го квартала 2021 года. А сейчас вовсю обустраивает поселок. За ходом работ наблюдал Евгений Тайтонов.
Нежданинское золотоносное месторождение в Тампонском районе было открыто в 1951 году. В 1963-м на участке был построен геологический поселок. Еще через 12 лет запустили подземный рудник и перерабатывающую фабрику мощностью 180 тысяч тонн руды в год. Со временем население поселка Нежданинский достигло 2000 человек. Начиная с 90-х годов у месторождения сменилось 8 владельцев. В 2005 году фабрика и вовсе закрылась. Рудник законсервировали. Поселок, в котором кипела жизнь, моментально опустел, все жители разъехались. А несколько лет назад за освоение месторождения взялась международная горнодобывающая компания «Полиметалл». За короткий срок они возвели вахтовый поселок. Нежданинский задышал новой жизнью. На днях глава республики Сан Николаев ознакомился с ходом работ по созданию инфраструктуры на участке. Живем здесь в благоустроенных общежитиях, есть мобильная связь, телевидение, скажем так, удобство внутри теплых помещений, условия труда более чем благоприятные. В этом году компания построит еще 3 общежития. А для создания всей инфраструктуры Полиметалл до 2021 года инвестирует $234 миллиона. Предстоит построить основные производственные объекты. Это 2 карьера, обогатительную фабрику, энергетический комплекс. То есть если мы, допустим, сейчас планируем 4-й квартал 21-го – это начало производства, это означает, что 2-й квартал 22-го – это полная мощность. С выходом на производственную мощность компания планирует добывать 5 тонн золота в год. Основной упор будет сделан на привлечение и трудоустройство квалифицированных местных кадров. Более тесные связи наших министерств и ведомств с промышленными компаниями, наших учебных заведений с промышленными компаниями, более такая плотная работа с ними, я считаю, что позволит нам, конечно же, увеличить число работающих из Якутии на таких крупных предприятиях. Сегодня уже порядка 30% работающих здесь, на Нежданинском ГОКе, они уже работники, это жители нашей республики. К 2021 году компания планирует увеличить штат работников по республике до 1200 человек. И половину из них должны составить местные кадры. Василий Радченко, Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев. Якутия. День за днем. А уже в декабре этого года якутский газ начнет поставляться в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Чаиндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Ленском районе Якутии было открыто в 1983 году, а в 2008 году лицензию на разработку месторождения получила компания «Газпром». Какие работы ведутся сейчас и когда якутский газ начнет поступать в «Силу Сибири» в материале Дмитрия Тымырова. В настоящее время на месторождении работает свыше 11,5 тысяч человек, из них 700 – специалисты ООО «Газпром Добыча Ноябрьск». В соответствии с соглашением о сотрудничестве по реализации приоритетного проекта республики местные кадры в промышленность на работу ежегодно принимают специалистов из числа местных жителей. Сейчас на объектах месторождения вахтовым методом трудятся 72 якутянина. По идее, мне кажется, что вот сейчас, учитывая в городе Якутске, ситуация на рынке труда, мне кажется, что несложно будет сюда устроиться, и надо будет молодым ребятам с нашей республики тоже устраиваться сюда и, скажем так, работать на благо республики. Тем временем обустройство Чаиндинского месторождения вышло на финишную прямую. Основные объекты производственной инфраструктуры уже возведены. Впереди пусконаладочные работы. Выполнены практически все работы. Строительная готовность 98%. Все технологические трубопроводы на сегодняшний день смонтированы, испытаны. Примечательно, что здесь непосредственно на промысле в России впервые будет применена в промышленном масштабе технология мембранного выделения гелия из природного газа. Это позволит направлять в газопровод то количество гелия, которое будет востребовано. В зависимости от этапов разработки месторождения, ее производительность по сырьевому газу будет от 8 миллионов до 36 миллионов суточных. Сейчас на территории месторождения продолжается бурение эксплуатационных газовых скважин. В круглосуточном режиме работает 11 буровых станков.
Сейчас мы находимся на 54-м кусте, где вы можете наблюдать 6 пробуренных скважин, откуда природный газ из недр земли по этим трубам будет поступать в установочный комплекс подготовки газа. На каждом кусте количество скважин разнится от 2 до 7. На бурение одной скважины уходит примерно 45-60 дней. Бурение производится на Чеендинском месторождении роторно-турбинным способом. Скважины строятся с горизонтальным окончанием, что позволяет достигнуть оптимальной протяженности ствола скважины по продуктивному коллектору. На старте проекта будут работать 28 кустовых площадок, далее присоединятся еще 18. В целом готовность установки комплексной подготовки газа превышает 70%. Также на территории Чеендинского месторождения уже построены полигон твердых бытовых и промышленных отходов, водозабор, канализационные очистные сооружения. Относится эта установка к наилучшим технологиям, существующим в России и в мире. То есть все стоки подвергаются термической деструкции на температуре 1200 градусов. И, соответственно, все химические элементы обезвреживаются. До конца года на Чеенде будет построен целый ряд социальных объектов. Уже сейчас возведены 2 общежития, здание административного комплекса, столовая. Общежития полностью благоустроены. В каждой комнате проживают по 3-4 человека. В этом году также планируется ввод в эксплуатацию опорной базы. А там уже проектом предусмотрена вся необходимая социально-бытовая инфраструктура. Там будет спортзал, зал игровых видов спорта. Мы планируем ввести в эксплуатацию бассейн, 3 дорожки по 25 метров. Будет введен комплекс столовой с овощехранилищем. Значит, у нас будет 4 комфортабельных общежития, скажем так, суммарной вместимостью на 640 мест. Проектная годовая производительность Чеендинского нефтегазоконденсатного месторождения составляет 25 миллиардов кубометров газа. Отметим, что реализация восточной газовой программы позволит обеспечить газом потребителей регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока на долгосрочную перспективу и даст возможность организовать новый мощный канал экспорта российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Сейчас небольшая реклама, и вот о чем поговорим далее. Республика готовится к паводку. В столице прошли командно-штабные учения. Безопасные и качественные дороги. Как в Якутске будут финансировать национальный проект. Мы продолжаем. Первые паромы, по прогнозам, пойдут по реке Лени ориентировочно 25 мая после полного прохождения ледохода. А на этой неделе были закрыты все ледовые переправы для автотранспорта на водных артериях республики. Одновременно с закрытием зимников для обеспечения транспортного сообщения между Якутском и Нижним Бестяхом начали курсировать суда на воздушной подушке. А по всей Якутии продолжается подготовка к весеннему половодью. Так прошли масштабные учения по безопасному пропуску паводковых вод и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем. Учения проходят в 3 этапа. В них задействованы более 1000 человек, сотрудников ведомств обеспечения жизнедеятельности, начиная от МЧС и службы спасения и заканчивая медициной катастроф. Также по всей республике ведутся работы по очернению льда и другие подготовительные мероприятия. Все подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Все службы и ведомства активно готовятся к встрече и пропуску весеннего половодья. Основная задача – обойтись наименьшими потерями. В республике есть горький опыт крупных наводнений, затоплений населенных пунктов. Поэтому правительство республики Саха-Якутия планово и широкомасштабно проводит подготовку к пропуску весеннего половодья. В рамках подготовки к паводку прошли командно-штабные учения. По легенде, затопило населенные пункты Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Намского районов и городского округа Якутск. Сразу поступила команда всем ведомствам обеспечения жизнедеятельности. Все силы мобилизовали на местности Усть-Хатын. Учения проводятся успешно, проводится решение задач органов местного самоуправления, выданы вводные для реагирования.
На региональном уровне выставляется городок жизнеобеспечения, проверяется готовность аэромобильной группировки МЧС России. В Якутске в учениях участвовали более 100 человек из специальной техники. На масштабную тренировку привлекли все силы якутской подсистемы единой системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. В рамках учений спасательная группа отрабатывает высадку с вертолета. Во время пожара или паводка десантная группа высаживается на условное место происшествия. Тяжело в учении, легко в бою. Благодаря постоянным тренировкам десантная группа всегда готова к любой ситуации. Имитация спусков проходит ежемесячно у нас. Ну и помимо этого на манеже еженедельно отрабатываются навыки спусков, тренировок, эвакуации пострадавших и работы ведутся. Действия всех служб во время чрезвычайных ситуаций координирует пункт управления, расположившийся здесь же на полигоне. Связь между службами и командованием обеспечивается мобильным узлом связи. Мы с помощью этой машины можем проводить видеоконференцию, передачу данных, а также телефонную связь с использованием всех операторов. Весь учебный полигон можно условно разделить на две части. Первый – непосредственно место дислокации основных сил. Здесь располагаются личный состав, техника, командование. Вторая часть – место оборудования для пострадавших. Оно рассчитано на 100 человек. В городке жизнеобеспечения есть все необходимое для пострадавших от паводка. Здесь есть жилые палатки, полевая кухня, столовая. Также здесь есть пункт психологической помощи, комната матери ребенка и библиотека. Он также оборудован медицинской палаткой, у которой есть мобильная операционная. Масштабные учения прошли по всей Якутии. По всему региону сейчас ведутся работы по подготовке к весеннему половодью. В Алданском районе провели работы по ослаблению льда. В труднодоступные населенные пункты завезены запасы топлива и продовольствия. На случай чрезвычайной ситуации разработан детальный план действий, в основе которого слаженность всех структур. В части организации медицинской помощи в период паводка мы готовы. Все силы, средства и лекарственные средства у нас есть, мы обеспечены. Это и койки, и силы и средства, которые будут необходимы для оказания первой медицинской помощи, и квалифицированной, и специализированной помощи. К настоящему времени работы по зачернению льда завершены. В последних числах апреля сотрудники МЧС Республики будут совершать облеты. Ежегодно в паводковый период внимание также уделяется малым рекам и объектам повышенной опасности. Пока только на 50% готов к большой воде Хангаласский улус. Протестирована система экстренного оповещения населения, осматриваются эвакуационные пункты. На затороопасных участках ведутся работы по ослаблению ледового покрытия. Вот, зачерняющий материал у нас, как говорится, 70% песок, 30% зачерняющий материал. У нас есть там очень хороший такой уголь, раздробленный, пыль, скажем так. На территории Улуса в зоне возможного подтопления находятся 12 населенных пунктов. При наихудшем сценарии паводка количество увеличится до 17. Весеннее половодье – одна из самых волнительных тем для жителей Ленского района. Дает о себе знать серьезное наводнение, которое произошло здесь в 2001 году. Потому к половодью готовятся основательно. В случае ухудшения обстановки, повышения уровня воды у нас выставляется 4 пожарных поста на пожарных автомобилях, то есть у нас заранее личный состав расписан. Также выставляются 2 отделения на мотолодке со средствами пожаротушения. По сообщению МЧС, паводок в этом году ожидается раньше почти на 5 дней. Потому сейчас все силы приведены в полную готовность. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Тем временем Якутия вошла в список регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». И с федерального бюджета по этой линии будет направлено более 1,7 миллиарда рублей. Как будут осваиваться эти средства, узнавала Сусанна Рожина. Вот сейчас вот за тот перекресток за Каландрашвили проедьте, до Гемеина вы, точнее до Елочки, это же там не дорога, это направление движения, как у Гоголя. Ну, со сцены видно же, как невозможно проехать даже. Дорога же плохая, везде грязь, не убирается, воду не качают-то. Около 1,5 миллиардов рублей в этом году направят на ремонт городских дорог. Ремонту подлежат более 20 объектов. Это самые плохие улицы, вошедшие в антирейтинг по качеству дорожного полотна. Петра Алексеева, Жарницкого, Чайковского, Стадухина и другие начнутся уже со второй половины этого года наконец-то ремонтироваться.
В этом году у нас планируется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировать порядка 25 километров. Это 23 объекта в городе Якутске, в том числе 3 мостовых перехода, это Шестаковка, Мархинка и Северный. Общая сумма из 3 бюджетов составляет 1 миллиард 496 тысяч рублей. После ремонта у нас у городского, везде, где было, там уже через год ямы вылазят из ямы, кочки и все такое. Чтобы дороги делали все-таки по норме, чтобы не халтурили, не делали меньше. В этом году с федерального бюджета Якутия получит более 1,7 миллиардов рублей на реализацию национального проекта «Качественные и безопасные дороги». Из них почти 500 миллионов рублей будут направлены на дороги Якутска, а 1,2 миллиарда рублей на ремонт региональных дорог. Общий объем на этот год мы должны построить и отремонтировать 122 километра автомобильных дорог регионального значения. Наибольший объем у нас это автомобильные дороги Мохтуя-Анабар, это Ленск-Мирная удачная дорога, дорога Умнаск, Якутск-Покровск, Махсуалла-Булгунятах, дорога Якутск-Намцы. Ремонт федеральных дорог также в этом году продолжится. Так, на федеральной трассе Лена предстоит положить более 100 километров дорожного полотна. До капитального ремонта в этом году предусмотрено более 100 километров к вводу участков автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием. Выделяя в этом году порядка 5,5 миллиардов рублей на эти цели, включая содержание автомобильной дороги. Средства предусмотрены все из федерального бюджета. А на федеральной трассе Вилюй подрядчик уже в мае начинает эксплуатацию завода по производству асфальтобетона и планирует завершить работы к юбилею города Вилюйска. Где-то через неделю-две начнем монтаж завода. И в мае он будет собран, установлен. И где-то, наверное, в середине мая попробуем дать пробный асфальтобетон. Говоря о муниципальных дорогах, то по информации регионального Минтранса из республиканского бюджета в этом году на ремонт и содержание этих дорог направят почти 2 миллиарда рублей. Жители столицы Южной Якутии жалуются на плохие городские дороги, и администрация Нерюнгри за счет муниципального бюджета строит ливневые канализации. Дорог практически здесь нет. Сошел снег и сошли дороги, естественно, вместе с ним. Никто не хочет их нормально делать. Ни асфальт ни для людей, ни для машин. Ну, весной немножко плоховато, конечно. Вот заливает дождем, талой водой. Ну, а так. И вот лужа, вот даже вот по улице Ленина, напротив Ленина 6, вот эта вот лужа, они тут каждый год. И с ними никто ничего не делает. Лучший вариант – это только капитальный ремонт дорог. Городской администрацией разработан план, 5-летний план для ремонта дорог. Мы обращались к правительству республики о том, что ежегодно выделялись бы нам денежные средства на ремонт по одной улице в год. За 5 лет мы бы закрыли основные улицы. Это в первую очередь Карла Маркса, Дружбы народов, Ленина, Южноякутская, Чурапчинская. Надеемся, что национальный проект «Безопасные и качественные дороги» в Якутии будет реализован на совесть. Тем более, что за реализацией следят общественники, Общероссийский народный фронт. И мы, в свою очередь, также будем держать на контроле исполнение этого проекта. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. А вот дорожно-эксплуатационное предприятие «Усть-Неры» вовсю готовится ко второму сезону по содержанию трассы Колыма. Но плохие погодные условия последних дней усложнили дорожникам работы по отсыпке и очистке федеральной дороги. Об этом смотрите в материале далее. Плохая погода дорожникам не помеха. Им приходится выполнять работы по улучшению качества автомобильной дороги. Весенний период самый сложный для содержания автомобильной дороги. Они днем и ночью работают на трассе, чтобы она была в нормальном состоянии. А бывает такое, что здесь в Усть-Нере снега нету, а отъедешь 50-60 километров от автомобильной, в сторону, допустим, Береганде или в сторону Артека, там идет снег, погода совершенно другая, а нам приходится выезжать и в 55, и в 60. Дорожно-эксплуатационное предприятие готовится открыть летний сезон содержания автодороги Колыма. Но пасмурная снежная погода уже 3-й день не дает покоя. Ночью заморозки, а днем все тает и образуется гололед. Зимнее содержание закончилось, сейчас у нас, по идее, начинается летнее, но у нас вот погода, весна ранняя, но вот погода подвела. Из-за гололеда большегрузные автомобили не рискуют подниматься на подъем. Так, например, это Volvo. Автомобиль не смог подняться и провалился. У нас случилось, подняться не можем без цепей.
Отсыпкой и очисткой сложных участков занимается дорожная машина комбинированная. На данный момент происходит отсыпка дороги и очистка от снега Ольчанского перевала. Протяженность перевала более 20 километров. Ну, одной машины на 5 километров хватает у меня. 4,5-5, ну, в зависимости. Допустим, я иду на второй передаче, у меня будет получше подсыпать, но быстрее кончится. На третьей пониженной она, ну, будет, соответственно, чуть-чуть подальше. Но все равно одной машины на одну сторону перевала не хватает. Дорожное предприятие на данный момент активно готовится ко второму летнему сезону. Для этого на базе у дорожников ремонтируется тяжелая техника, грейдера, бульдозеры. Артур Старостин, Светлана Подслоева, Аймиконский район. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите далее. Отборочный этап чемпионата «Молодые профессионалы» собрал участников со всей страны. Будут ли якутяне представлять республику в финале конкурса? Работа нашлась всем. Как в далеком селе жители сами решили проблему безработицы и неплохо на этом заработали. Мы продолжаем. Это программа «Якутия. День за днем». Одной из главных тем продолжает оставаться Арктика. На днях о ее развитии и, конечно, о проблемах говорили в Москве депутаты и сенаторы Дальнего Востока и арктических регионов. По данным экспертов, в северных районах уровень жизни намного ниже среднего по стране. И этот факт необходимо исправить. Об этом говорил президент России Владимир Путин еще во время Арктического форума в Санкт-Петербурге. И в первую очередь здесь должны помочь крупные инвестиционные проекты. Во время заседания говорили и о важных для Якутии инициативах, например, о строительстве Жатайской судоверфи. Этот проект даст рабочие места. В республике появится еще одна отрасль промышленности и обновится устаревший флот Ленского пароходства. Идею о появлении в Якутске такого предприятия поддержал полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Мы будем поддерживать каждый инвестиционный проект. Эта работа у нас уже, мне кажется, более или менее состоялась, налажена на Дальнем Востоке. Мы будем стараться ее и в арктической зоне распространять. Все наши работы всех наших институтов развития туда перейдет. Я сегодня считаю каждый реализуемый инвестиционный проект в определенной степени своей собственной ответственностью. Поэтому, если что-то мешает, значит, встречаемся, разбираемся, помогаем. Так и будем работать дальше. И в Якутии тоже. Еще одним очень существенным действием властей для населения нашей республики стало утверждение правительством Якутии порядка предоставления дополнительных мер поддержки, направленных на повышение рождаемости в регионе. Как уточняют в Министерстве труда Якутии, право на поддержку в связи с рождением или усыновлением детей имеют россияне, постоянно проживающие на территории Якутии не менее 3 лет. В случае, если ребенок рожден, начиная с 1 января текущего года. Дополнительные меры поддержки предоставляются в виде единовременной денежной выплаты, регионального материнского капитала в размере 30% от федерального, а также ежемесячной денежной выплаты до достижения ребенком 3-летнего возраста. Тем семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения в республике. На сегодня он составляет чуть более 42 тысяч рублей. Сейчас здесь и своими руками светлое будущее в одном из отдаленных сел Хангаласского улуса создают сами себе местные жители. Не секрет, что в небольших селах и поселках очень остро стоит вопрос занятости населения, и уровень безработицы очень высокий. Жители села Едяй нашли очень простой и эффективный выход из сложившейся ситуации. Они построили народным способом цех по приему и переработке дикоросов, мяса и рыбы. И теперь каждый житель села от мала до велика имеет возможность подзаработать. Посетила село Едяй, где располагается цех, и ознакомилась с его деятельностью и выпускаемой продукцией наша корреспондент Виолетта Засимова.
Цех, о котором пойдет речь в этом сюжете, был построен в 2017 году за месяц силами местных жителей. Стройматериалы предоставил известный в Улусе сельскохозяйственный кооператив. Принцип работы цеха состоит в следующем. Жители села Едя и близлежащих поселений сдают посезонно дикоросы, мясо, рыбу. Все это перерабатывается работниками цеха в готовую продукцию или полуфабрикаты, упаковывается и затем реализуется под брендом сельхозкооператива. У нас же проблема была мясо куда сдавать, возить, продавать. Вот сейчас хорошо мы близлежащие села привозят, принимаем мясо. Например, какое мясо сдаете и за сколько цена? Так, говядину принимали килограмм по 400 рублей, конину килограмм по 315 и жеребятину килограмм по 370 рублей. Приемка мяса от населения, как правило, осуществляется в зимнее время. Сейчас весной идет приемка рыбы, в частности налима, который водится в этих краях. Летом и осенью жители сдают зеленый лук, малину, землянику, красную смородину, голубику, бруснику. Причем сдают дикоросы не только старшее поколение, но и подрастающее. Так, внучка одной из работниц цеха прошлым летом заработала более 50 тысяч рублей, сдавая собственноручно собранные ягоды. Нынче она себе поставила такой план, цель, что она должна себе заработать на телефон. Ну и вот все это собрала, она все копила эти деньги, у нее получилось где-то около 60 тысяч этой продукции. И она поехала в город себе и осенью купила за 58 iPhone. Запуском цеха было создано 5 новых рабочих мест на постоянной основе и 6 на временной. Для села, где проживает чуть меньше 400 человек, это очень неплохо. Среди местных даже образовалась очередь за возможность работать в цеху на временной основе. Почему бы и нет? График 5 рабочих дней в 2 недели, оплата сдельная. Условия труда самые что ни на есть комфортные. Хорошее подспорье для неработающих пенсионеров. Зимой лепим пельмени, это розочки. Манты делали, да. Но нынче манты мы не делали, а в основном пельмени и розочки. Подобный опыт организации труда на селе был высоко оценен правительственной группой, которая посетила село в феврале. Прозвучал разговор о том, что такие цеха надо открывать повсеместно, по всей республике. Что касается планов, то в этом году цех села Едяй будет расширен за счет пристроя. Тем самым будут увеличены объемы принимаемой и выпускаемой продукции. И, конечно, появятся новые рабочие места. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Якутия. День за днем. О будущих профессионалах и настоящих мастерах своего дела мы расскажем далее. В Якутии в эти дни проходят отборочные соревнования к национальному чемпионату «Молодые профессионалы». В нашу столицу приехали около 500 студентов из 65 регионов страны. Новшеством отборочных соревнований в этом году стало участие в них юниоров в возрасте от 14 до 16 лет. Ребята соревнуются в 5 компетенциях. Победители отборочного турнира поедут на финал 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы», который состоится в мае этого года в городе Казань. С приглашенными экспертами и, конечно, участниками отборочного этапа пообщалась наша корреспондент Анастасия Данилова. В нашей республике чемпионат проходит по 11 компетенциям, связанным с IT, промышленностью, ювелирным делом и дизайном. Среди них есть также такие, как графический дизайн и реверсивный инжиниринг. Основной задачей реверсивного инжиниринга является создание производственного проекта на основе уже существующего изделия или того, что от этого изделия осталось, если, скажем, у нас есть задача ремонта. Наверное, для Якутии это является гордостью, поскольку участник из Якутии, как правило, бывает подготовлен очень хорошо. Каждый день участники выполняют разные задания. На следующий день участникам компетенции реверсивный инжиниринг предстояло по заданным чертежам создать 3D-модель. Все отдельные части необходимо распечатать на 3D-принтере, отшлифовать, покрасить и собрать прототип летательного аппарата. Подобные навыки востребованы практически в любой отрасли. И авиастроение, и судостроение, и машиностроение, и автомобилестроение, и даже, так сказать, медицине, потому что, допустим, прототипы вставных зубов тоже возможно также выполнить по технологии по аддитивным технологиям, получается. Поэтому тут и в данном участке, то есть соревнования представлены очень много специальностей, одинаковых нету.
А вот для 4 студентов, участвующих в компетенции огранка алмазов, отборочный этап приравнен к финалу национального чемпионата. Специалистов по этому направлению готовят только в 3 городах страны – в Якутске, Владивостоке и Москве. И, соответственно, участников намного меньше, чем в других компетенциях. Им надо будет за эти дни изготовить 3 изделия. Из них 2 изделия это будут бриллианты и 1 техническое изделие, где будут проверяться их навыки по геометрическим параметрам, по углам наклона, по пропорциям, по симметрии, соразмерности, одинаковости одинаковых элементов, ну а также по полировке. Сейчас, попав уже на отборочный тур чемпионата, конкурсанты с легкостью вспоминают о региональном этапе. У нас было поделено все на 3-4 дня. То есть сначала у нас был первый, это серверная разработка, потом у нас была игра, которую нужно было написать на языке JavaScript. Следующий день у нас был дизайн, мы должны были в фотошопе оформить сайт и, получается, сверстать его уже в макет готовый, который будет работать в браузере. В рамках чемпионата соглашение о сетевом взаимодействии подписали Покровский колледж и Казанский техникум информативных технологий и связи. Теперь студенты Покровского колледжа будут проходить часть образовательной программы на базе Казанского техникума. Такую возможность уже на следующий год получат 12 студентов, обучающиеся по специальности информационные системы программирования. Также договор подразумевает стажировку преподавателей и совместные учебно-тренировочные сборы. В рамках этого проекта наши студенты Покровского колледжа, некоторое время своего студенчества будут проводить в Казанском техникуме. Казанский техникум – это лидер подготовки кадров для информационных технологий в России. Занимает 5-е место в рейтинге WorldSkills. У них есть 4 золотых медалиста мировых чемпионатов. В общем, они лучшие. И вот мы для того, чтобы прокачать наших ребят, повысить качество подготовки кадров, заключили с ними соглашение. Это полюс школа, это земля Маланхо. И все это наша Республика Саха-Якутия. На 4-й день соревнований по прибытию всех гостей, экспертов, участников, организаторов и первых лиц других регионов в нашу республику в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное открытие чемпионата. Концерт прекрасный, я уже сказала свое мнение, очень профессиональный коллектив, профессиональные ребята, вдохновленные такие, видно, что им очень нравится то, что они делают. Я не знаю, какая у них профессия или специальность, но танцуют и поют они прекрасно. У нас цель каждый год улучшать результаты, собственно, на этом мы и работаем, что каждый год результаты становились выше, и планка, которую нужно достичь, тоже все время поднималась. В этом смысл движения WorldSkills. Результаты отборочных соревнований будут известны 10 мая. Однако некоторые компетенции уже определили своих лидеров. Студент 2-го курса колледжа инфраструктурных технологий СВФУ Тимур Тайшин уже успел принести бронзу в медальный зачет сборной нашей республики по итогам участия в Москве. Вот мы, вообще говоря, уже имеем одного человека, который бронзу завоевал на нынешнем уже отборе, да? То есть копилка уже, можно сказать, пополнилась, да? Мы начали, открыли счет. И надеемся, что в этом году в национальном чемпионате у нас, во-первых, будет больше участников. У нас всего 196 ребят имеют шансы попасть. Да, из них, надеемся, сколько это попадет, и завоюем больше медалей, чем в прошлом году. В прошлом году наша республика завоевала 5 медалей, тем самым выйдя на 16 место в рейтинговой таблице чемпионата. Прошедший отбор участники получат возможность побороться в финале 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы-2019», который пройдет в Казани с 20 по 24 мая. Анастасия Данилова, Владимир Павлов. День за днем. Ну а сейчас мы снова прервемся буквально на пару минут и смотрите в продолжении программы. Как готовят донорскую кровь перед тем, как она попадет в лечебные заведения. В банке крови побывала наша съемочная группа. Якутяне вновь на красной дорожке. Сможет ли еще один якутский фильм в этом году снова покорить жюри на международном кинофестивале? Мы продолжаем выпуск. Это программа «Якутия. День за днем».
Очень трагичным выдался понедельник для жителей Парижа. Катастрофический пожар охватил собор Нотр-Дам-де-Пари во французской столице. Пламя уничтожило крышу здания, привело к обрушению шпиля, нанесло значительный урон внутреннему убранству и остальным частям знаменитого на весь мир здания. Собору нанесены колоссальные повреждения. Все деревянные части конструкции собора были уничтожены огнем. Среди версий возникновения пожара были озвучены различные версии. Это и теракты, и технологические нарушения при проведении ремонта, и, как следствие, короткое замыкание, и даже компьютерные сбои. Конспирологи даже выдвинули свою версию о том, что этот пожар знаменует собой закат европейской цивилизации и всего человечества. Следователи обещают дать ответ на вопрос, что же все-таки произошло, только через 2-3 месяца. Помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери предложил директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Петровский. Он сообщил, что отечественные специалисты могут посодействовать коллегам в реставрации собора, так как мы, цитирую, «восстанавливали страну и свои памятники после Второй мировой войны». Конец цитаты. В свою очередь, генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге назвал пожар в соборе Парижской Богоматери настоящей трагедией и выразил свою надежду на его скорейшее восстановление. Есть сильное сотрудничество между Эрмитажем и Францией, и Лувром. И как директор Эрмитажа, и как личность Михаил Борисович Петровский, он выражал грустность. Мне кажется, что мы все эти предложения принимаем и скоро, как сказал наш президент, будут организоваться проекты для восстановления собора. И я думаю, что все эти предложения будут тоже полезны, потому что здесь есть опыт в этой области. А сегодня в России отмечается День донора. Поводом для праздника послужило событие, которое произошло 20 апреля 1832 года. Молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженицы с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. Наш корреспондент Анастасия Кобузева узнала, как готовят донорскую кровь перед тем, как она попадет в лечебные заведения. Работа на станции переливания крови города Якутска кипит. Ежедневно здесь принимают по 70 и более человек. Чаще всего у донора берут по 450 миллилитров крови. Это так называемая физиологическая доза, которую может сдать человек, не навредив своему здоровью. Ежедневно запасы станций пополняются на 30 литров и более, а это несколько спасенных жизней. У Андрея Хлопкова редкая 4-я группа крови. Вот уже 2 года донор помогает нуждающимся бесплатно. Молодой человек считает, что это его долг перед обществом. Без преувеличений. Настоящий подвиг во имя жизни. Если ты чувствуешь, что что-то ты можешь, ты обязан, у тебя есть какая-то ответственность, и ты хочешь помочь людям, то я думаю, это очень легко подойти сюда и просто сдать кровь. Это, так сказать, внести свою лепту в спасение жизни людей. Мы, конечно, всегда очень рады, когда доноры сдают кровь, безвозмездно, когда сдают кровь, на благо жизни, здоровья других людей. Так как потребность донорской крови всегда очень высокая, кровь нужна каждый день, потому что бывают операции, травмы, тяжелые роды с потерей крови. Немногие знают, что полученные от донора крови и плазмы компоненты не сразу попадают в лечебное учреждение. До того, как донорская кровь в прямом смысле слова спасет чью-то жизнь, она проходит десятки разных обследований. Раньше этим занимались люди, а теперь уникальные аппараты – Квалис и Ай-1000. Автоматические анализаторы позволяют проводить определение группы крови, фенотипа, скрининг и идентификацию антител, тесты на совместимость и многое другое. В хранилище таких аппаратов можно загрузить одновременно до 180 проб, а также постоянно догружать образцы. Благодаря высокочувствительной технологии и
полностью автоматизированной системе мы получаем четкие и точные результаты. В связи с тем, что у нас два аппарата, у нас ускоряется процесс выявления результатов. Сразу после обследования плазма помещается в карантин на 6 месяцев. Это дополнительная мера исключения передачи вирусной инфекции больному. Сейчас мы находимся в камере длительного хранения плазмы. Только представьте, здесь, на этих полках, находится 2,5 тонны плазмы. Хранится она при 50-градусном морозе, и здесь действительно очень холодно. Разрешается сюда входить только персоналу станции переливания крови, но для нашей съемочной группы сделали исключение. Но даже после этого плазму не выдают в лечебную сеть. Донор через полгода должен повторно сдать кровь. Дело в том, что некоторые инфекции, которые содержатся в плазме, невозможно обнаружить до истечения 90-180 дней. Поэтому, если вам пришло сообщение о том, что необходимо вернуться на станцию переливания крови, сделайте это как можно скорее. Только после повторного анализа безопасная плазма, полученная из вашей крови, выдается в лечебное заведение. В противном случае плазму просто уничтожат. В течение 6 месяцев донор приглашается на обследование. И если у него все анализы хорошие, да, эта плазма у нас уже пойдет на выдачу с группы карантинизации. То есть попадает к нам в отдел, в экспедицию, да, мы уже ложим специальные морозильные камеры, да, где температура минус 40 градусов, и она может храниться здесь до 2 лет. Но поступают заявки с лечебных учреждений, и мы по заявкам выдаем эту плазму уже больным. Потребность в донорской крови есть всегда, поэтому если у вас нет медицинских противопоказаний, смело сдавайте кровь. Важно помнить одно золотое правило. Перед донацией нужно обязательно завтракать. Просто завтрак должен быть легкий, ничего жирного, жареного, чай сладкий, хлеб с вареньем, сушки, печенье, в таком плане. Национальный день донора посвящен в первую очередь самим донорам, а также врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций. Это общая работа во благо здоровья и жизни людей. Анастасия Кобызева, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. А в Москве открылся 41-й международный кинофестиваль. В прошлом году его победителем стала якутская картина «Царь-птица». В этот раз наши земляки решили повторить успех, тем более якутский фильм снова в конкурсной программе. Конкуренция серьезная, но, по мнению критиков, все шансы есть. С красной дорожки репортаж Максима Кардозу. Вспышки фотокамер, блеск бриллиантов и вереница российских звезд. Московский кинофестиваль в этом году разменял 5-й десяток, но, кажется, в лоске только прибавил. Какой же кинофестиваль без красной дорожки, не исключение и московский. Правда, эта прогулка для наших героев может оказаться настоящим испытанием. Ведь перед тем, как попасть внутрь кинотеатра, нужно преодолеть 24 ступени, а на улице плюс 10 и ветрено. Но красота требовала жертв, и звезды оголялись одна за другой. Правда, быстро об этом жалели. А почему вы дрожите так сильно? Потому что апрель месяц, и мне прохладно. Я пойду внутрь. Но якутских кинематографистов такими температурами не испугать. На красной ковровой дорожке наши земляки казались самыми горячими. В конкурсной программе 13 фильмов из 11 стран. За главный приз борется и якутская картина «Надо мною солнце не садится». И это вторая подряд лента Саха-фильма, которая попала на московский кинофестиваль. Мы на самом деле не ожидали, что нас отберут в конкурс, но так получилось. Это доказывает, что наше кино выросло, оно серьезное, конкурентоспособное. Я надеюсь, что нас отметят в этом году, заметят, напишут о нас много. И я надеюсь, что якутское кино вообще выйдет за рамки не только нашего региона, он будет распространяться по России и за рубежом. Трогательную историю про молодого парня и старика сняла режиссер-дебютант и самоучка Любовь Борисова. И сразу в яблочко. Оно и неудивительно. Съемочный процесс для группы был в удовольствие. Я прямо все время радовалась, что все складывается удачно. Даже море Лаптевых. Каждый день показывал свои лучшие виды, и мы просто подстраивались и снимали вот все, что нам уготовано. И даже погода... Лето стояло целый месяц, солнечные дни, потому что местные зрители очень удивлялись, как это так.
Картину сняли за 1 месяц в Булунском Улусе. Локацию долго искать не пришлось. Как только съемочная группа увидела места вокруг села Найба, сразу же влюбилась в суровые, но прекрасные пейзажи побережья моря Лаптевых. Правда, добираться до них было целым приключением. До туда добраться очень тяжело, честно говоря. Это у нас малая авиация на самолете, потом на танкетке, потом обратно еще на вертолете. Вот так. Там машины бесполезны, там нет машин. Ходят туда. Главную роль сыграл дебютант, студент АДИТИ Иван Константинов. Первое кино и сразу международный уровень. Парень говорит, что съемки прошли легко, вот только дублей приходилось делать много. Иногда выходило так, что сидишь такой, драматическая сцена, вот такой, сейчас я должен, типа, серьезно все. И тут чих появляется, и ты такой сдерживаешь, и уже улыбка появляется от того, что ты сдерживаешься, и тут чих приходит, и дубль не уходит. Первые зрители на конкурсе уже оценили картину. Впечатления положительные. Это очень позитивное кино, такой глоток чистого воздуха. Очень, я бы сказал, даже, наверное, акварельный, и в то же время с какими-то такими, ну, немножко и суровыми красками, и в то же время очень светлыми. Итоги московского фестиваля подведут 25 апреля. Тогда и станет известно, получился ли у Сахавуда золотой дубль. Но несмотря на награды, уже сейчас всем стало понятно, что в нашей республике любят, а главное умеют снимать современное кино. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. В студии работал Иван Лазаренко. До встречи.